Доброе утро, друзья! Сегодня у нас утро 8 июня. Время половина 9 утра. Вот у меня сегодня сколько всяких емкостей. Кто давно смотрит мой канал, он уже знает. Это садок, тюрьма так называемая, чтобы держать садков. А это ловушки. Ловушки, с помощью которых я буду ловить живцов. Ну что, друзья, как я и говорил утром, мы сегодня будем ловить живца, мы сегодня будем ловить гальяна. И что нам для этого надо? Нам для этого надо комбикорм гранулированный, то бишь отруби. И вот такие вот ловушки. Одна большая и 3 маленьких. Одна куда-то делась маленькая еще. Я поищу, потом тоже ее, если найду, закину. Так, что мы видим? Мы гальянов пока не видим. Уровень пока еще немного великоват. Но вода падает, и гальян будет. Никуда он не денется. Каждый год был, и сей год будет. Так что мы закидываем кормушки. Ну и вечерком посмотрим, залезло, что не залезло. Так, много комбикорма мы не сыпем. Здесь видно. Буквально несколько гранул. Для запаха это вполне достаточно. В воде гранулы потом растворятся и будут пускать запах. На запах идут гальянчики. Вот буквально жманьку. Все. И цепляем к этому кустику. Этот кустик мне больше понравился. Вода падает, так что зацепим чуть ниже. Все. Легла хорошо. Лови на здоровье. Так, а эти 3 мы, пожалуй, закинем к тем кустам. И посмотрим, куда влетит больше. Так, ну это можно еще сюда одну. Давайте сюда еще одну, а те 2 туда. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот я делаю тут грузик, и он не всплывает. Идеально. Так, тут цеплять-то больше нам некуда. Не достаю до туда, так что зацепимся тоже сюда. Тоже к этой палочке. И тоже самозатягивающийся. Опа. Петля. Раз. 2. И она уже никуда не денется. Так, смотрим, как легла. Ну, вроде нормально. Одна смотрит туда, другая сюда. Так. Поплыли к тем кустам. Вечером посмотрим, есть тут малек, нет. Малек-то есть, просто может еще рановато. Вода не прогрелась. Так. Но эти 2 ловушки мы закинем на одну веревку. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Много не надо. Вот сюда. Вот сюда вот закинем. Тоже одну на север, другую на юг. И посмотрим, куда больше влетит.
Так, что у нас получилось? Ну, я думаю, получилось вполне неплохо. Глубина здесь где-то метр, как раз. Бровка. Посмотрим. Пока гальяна нет, но сегодня солнечно. За целый день вода согреется. Немного еще упадет. И он здесь, я думаю, будет. Ну, короче, что гадать. Посмотрим. Вечером увидим. Все, друзья, давайте. Всем пока, до вечера. Вечером встречаемся здесь. Ну что, друзья, вот и вечер. И мы с вами на наших ловушках. Пока ехал мушкара, в глаз попал. Смотрим, попало, что не попало. Если попало, хорошо. Ну а если нет, то придется опять на червей насаживать. Вода упала. Так, сантиметров 5 получается с утра. Ну, за полдня получается 5 сантиметров упало. Мальков здесь нет. Видать, рановато еще. Ну-ка, большой. И большой тоже нет. Так что придется нам насаживать еще на червей. Вода еще не прогрелась. Малек еще сюда не заходит. Ну, там, наверное, та же самая картина. День-два. И весь малек поднимется по этому руслу туда. Восьмого июня, 3 дня назад, я закинул сюда ловушки. Вот мои ловушки на суше обсохли. И вижу, малек играет. Сейчас мы их переставим. И надеюсь, малек будет. Ну а теперь глянем, заходил ли малек вообще в мои ловушки. Заходил или не заходил. Это вот настолько за 3 дня упала вода. Около 2 метров. Были мальки. Были. Были. Немножко, правда, но были. Вот они. Сейчас я кошки потом пособираю. Коту, если не испортились все. Так. Ну а здесь у нас буквально пару штук. И здесь тоже пару штук. Короче, много малька не заходило, но немного было. Сейчас мы по новой закидываем ловушки в надежде, что мы малька все-таки поймаем. Вот сюда сейчас закину, подсыплю свежего комбикорма. Вот мальки прыгают. Короче, пусть ловят. Ну вот, друзья, и мы на реке. Приехал в первую очередь к ловушкам своим. Ждал с утра, когда прекратится дождь. В итоге он все сильнее и сильнее. И получилось так, что он сейчас просто поливает стеной. Вот если вот видно на фоне леса. Просто мелкий моросящий дождь плотной стеной херачит. 12 июня. Вот такое у нас жаркое лето. Я вот одел ветровлагу, не знаю, насколько выдержит. Но попа уже у меня сырая. Пока доехал, весь промок. Температура всего плюс 6 градусов.
на реке ветер и вот такой моросящий дождь. Вот такое у нас жаркое лето. Ну а пока что, приступаем к проверочке наших ловушек. Глянем, попало, что не попало. Вчера переставил. Вода вроде бы как бы остановилась. По крайней мере, не так быстро падает. А то же вообще... Так, что у нас тут? Ну, можно сказать, что ничего нет. Буквально 2-3 малька. Вот раз малечек, вот, 2 малечек. Три малечек. Эти мелкие. Три малька. Можно сказать, это ни о чем. Так, и здесь у нас что? Ну, здесь штук 5 есть. 3. 4, 5, 6. Семь, 8. Девять, 10. Вот и все. Не густо, друзья, не густо. Что-то сей года неплохо лезут. Попробуем так кинуть северюк. Так, ну что, поехали дальше. Один подранился, десяток. Там у меня еще 2 ловушки, еще одна. Тут вот 2 большие у меня. Посмотрим, что здесь. Ух ты! А вот здесь вот, друзья, круто! А вот здесь вот, друзья, круто! Сработало на ура! Мальками я, друзья, обеспечен. Большая ловушка сработала. Ну, отлично. Вон, сколько их тут. Мне сегодня хватит и будет запас. Энскадан. Так что большая ловушка сработала у меня. Вот так вот. Ну, здесь я не знаю сколько штук, но этого достаточно, чтобы насадить разика на 2. Вот так вот. Вот такая вот большая ловушка сработала. Отлично. И еще у меня тут есть одна. Так, север-юг. Ну, здесь маловато. Эти маловато. Ну, большая. Нормально поработала. Энскадан. Отлично. Просто здорово. Она меня выручила капитально. Поработай еще. Так, и у нас даже еще одна ловушечка есть.
Сейчас мы сразу кинем в садочек, их тоже бутылочки специально приготовлены, потому что в таком виде они долго не выдержат, подохнут, а в садке они на следующий раз будут уже готовы. Так, где-то здесь она у меня была. Где-то здесь. Опа, опа, опа. Так, ну что, здесь что-то... Ух ты! Здесь тоже, друзья, нормально сработало. Здорово. Так, не опрокинулись бы мои малечки. Тоже штук 50 летело. Так, комбикорм пока не буду. Ложить немного, там есть еще для запаха. Потом поменяю ветерком. Ну что, нормально. Мы с малечками гальянчиков мы наловили. Сегодня будем насаживать на гальяна. А то сегодня взял последних червей уже. Выбрал с 4 ведер вот остатки уже. Если бы я мальков не поймал сегодня, было бы только последний раз насадить и все. Но теперь у меня есть вот столько гальянов. Вот столько, друзья. Этого достаточно будет на 2-3 проверки. Главное их сохранить. Сегодня возьмем столько, сколько надо. Остальные закинем в садочки. То есть бутылочки 5-литровые с дырочками. И в речку. И там они будут ждать. Ну вот, закончились наши разделочные процедуры, можно так сказать. Вот, отобрал сюда 25 горстей. Ну, вот так вот полностью. Двумя руками. Вот так вот брал. 25. Это примерно 250 штук. И сюда вот 250 штук. Сейчас я это закину в кусты, в проточную воду. И они будут у меня жить. И немножко ставил вот здесь мальков для проверки. Сегодня будем насаживать на малявок. Поехали, поехали проверять. Поехали насаживать. Я уже весь мокрый. Все, погнали. Закинули садочек. НЗ, стратегический запас. Теперь у меня на 2-3 проверки точно уже есть. Можно не бояться. Ну вот. Мы на ловушках. Как мы видим, за 2 дня вода от дождей опять поднялась, и наши ловушки стали глубоко в кустах. Если раньше я только прошел пешком, то сегодня опять я заехал по Курье на лодке. И теперь попробую достать свои ловушки, посмотрим, смогу, не смогу я это сделать. Так как запас мальков, которых я прицепил, они тоже оказались под водой. Вот они, мои ловушечки. И как мы видим, малек в ловушках есть. Малек в ловушках есть. И это хорошо. Вот сколько малька в одной ловушке. Так, кое-что
кое-что успело. Вот, которые в дырке пытаются вылезти, застревают, умирают. Так, по одной ловушке есть, и второй ловушке тоже есть. Это хорошо. И у меня еще 3 ловушки. Из них одна большая. Так, теперь опять же засыпаем в них комбикорм, потому что комбикорм уже закончился. Все, погрызли мальки. И отпускаем дальше, пусть ловят. Буквально по 5 гранул, больше не надо. Этого вполне достаточно. Иначе, если больше кинуть, в следующий раз, когда мы будем вываливать живцов, вон, все, 5 гранул в одну. Раз, два, 3, 4, 5. И 5 граммов вторую. Раз, два, 3, 4, 5. Все. И кидаем опять. Поехали дальше. Надо как-то вот так. Вот насколько прибыла вода, сантиметр. Около полметра вода прибыла. Она все падала, и тут на тебе резко бам-бам. И по новой прибыло все. Одну-то я вижу, потому что веревка желтая. Тут здоровая ловушка, которая... В прошлый раз здесь было много мальков. На этот раз... Ой-ой-ой! На этот раз не меньше. Друзья, вон сколько мальков. Этого запаса нам хватит надолго. Сейчас мы это закидаем в бутылки с дырками. И будет у нас запас. Вон, как вы видите, ловушки работают. И это здорово. Крышка только плохо держится что-то, потому что без резьбы. Ну сюда штук 10 кинем. Вот, вполне достаточно. И обратно. Так. Ага. Нашел. Надеюсь, вода... Ох, сколько их тут попыталось выйти и не смогли. Ладно, покидаем их обратно в воду. Ихние же сородичи их и съедят потом. Ладно, как-то надо их высыпать. Сделаем по-другому, вот так вот. Эта веревка короткая. Не достаю. Вот сколько их тут. Штук 50, не меньше. Штук 50, не меньше. Сейчас мы их все закидаем в тюрьму. Так называемую садок для мальков. Ну, а ловушки заряжаем отрубями и оставляем дальше ловить. Если живцов нам будет достаточно, то мальков можно будет заморозить для дальнейшей приготовления пищи
собакам. Кошка очень меня их любит. Применение всегда найдется. Ну все. А, не все, еще у меня одна. У меня еще есть одна ловушечка. Сейчас мы ее проверим. Нашел. Кое-как нашел. Как мы видим, мальки здесь тоже есть. Просто она глубоко была, потому что вода прибыла. Вот так вот. Вот столько малечков, столько живцов. Где-то почти с литр. Нормально. Да, комбикормчика сюда отрубей немножко. И пусть дальше ловит. Все. В следующий раз мы придем. И здесь опять уж будут мальки. Вот, друзья, запас живцов пополнили. Теперь вот этих живцов возьмем себе сколько надо. Ну а остальных закидаем вот в такие бутылочки. Паяльником делаю дырки. Вот такие вот бутылочки. Я отпущу воду. Когда в непогоду малька не будет, или еще будут какие проблемы, что я не смогу малька поймать, у меня запас всегда уже будет. Таких бутылок у меня штук десяток. Так что сделаю запас. Ну а после завершения рыбалки эти мальки пойдут на корм коту, на корм собакам. Вот так я ловлю живцов.